День открытых дверей прошел в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Кочетова. Родители посмотрели аудитории, спортивный зал, кинофотостудию, информационный центр, спальный корпус. Участники задали интересующие вопросы, посмотрели на тех, кто успешно учится в школе. На встречу с ребятами приехали представители военно-морского флота страны. Как они оценили учебное заведение, прямо сейчас в нашем репортаже. Наше верное крепкое братство. Арсений Ермаков о профессии военного мечтал с детства. День открытых дверей – это возможность приблизиться к своей мечте, посмотреть то, чем и как живут кадеты, делится он. На встречу Арсений пришел со своим отцом. Я в свое время тоже служил в рядах вооруженных сил и служил по контракту. Просто хочу, чтобы сын пошел по этим стопам моим, был мужественным. Я поставил себе цель. Мне очень понравилось быть военным. Это мой долг. Это долг каждого мужчины служить Родине. И поэтому я выбрал эту профессию. Егор Андреев выбрал профессию военного сам. Пошел по стопам своих родственников. После окончания школы Егор собирается поступить в военное училище. Затем служить по контракту. Защищать Родину – это значит отдать жизнь за нее, не допускать того, чтобы ее оскорбляли. Пресекать это все. Учебные кабинеты, стрелковый тир, классы живописи и рисунка, спортивный зал, тренажерный. Ребята здесь развиваются разносторонне. Они сегодня могут пройти и в спальные корпуса, и в спортивные наши сооружения. Посмотрели результаты того, что уже кадеты получают звание. Это в рамках и дополнительного образования. И у нас представлен тэквондо. Это современный вид спорта, но очень востребованный молодежью. Вот мне приятно то, что мы стараемся, по крайней мере, реагировать на те запросы родителей и кадет, которые есть. Мужчин могут воспитать только мужчины и мужской коллектив. Так говорят те, кто прошли огонь и воду, те, кто отслужил с честью и всегда готовы встать на защиту своей родины. Именно этому учат в стенах этого учебного заведения. В этом году мы возрождаем наше военно-морское направление. Как вы знаете, Чувашская республика – это единственный регион Российской Федерации, у кого есть 3 подшефных корабля военно-морского флота. Это гвардейский ракетный катер «Чувашия», это базовый тральщик «Новочебоксарск» и базовый тральщик «Ядрин». 1 июня этого года, в День Северного флота, Союз ветеранов военно-морского флота Чувашской республики берет под шефство гвардейскую атомную лодку «Гепард» 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. Представители военно-морского флота страны остались под впечатлением от воспитанников корпуса. Талантливые и умные ребята, отметили они. Я, посмотрев, чем занимаются кадеты, какое здесь образование дается, здесь уже к 11 классу, к 16, к 17 годам люди становятся уже самостоятельными личностями. То есть это не дети, это уже самостоятельные личности. Стать военным или нет – выбор каждого. Главное, что получат кадеты, покидая это учебное заведение – любовь к родине и стремление ее защищать.